Привет, привет, друзья! Сегодня у нас 9 января, и мы с Романом едем на рыбалку. Вот это Роман. Роман — это мой сын, кто еще не знает. Выехали еще по темноте, уже едем в течение часа полтора, наверное. Дорогу все перемело, погода хотя и -6, но дрянь полная. Метет, снегопад. Ну решили выехать, выехали, и все, прям. Следующее включение будет на речке. Немного сейчас покажу красоту зимнего леса, который практически все падает сверху, снизу, сбоку. Я уже весь сырой, Роман он тоже весь сырой. Сейчас прокатимся, немножечко прокатимся на ураганушке. Ураган прет. Вот, кстати, лосяшка прошел. Следы лося. Видели? Я видел 10 куропаток, Ром. Да, и главное, заметил их. Вот они сидят, главное, два рядом. С ружья бы, если на готове было, можно было бы снять. Улетели и в кусты далеко. Штук 10 точно было. А там еще раньше две тетерки были, на кустах сидели, тоже улетели. Так что вон полный корыто снега у меня уже. Поехали. Буранка старая была, но ее так перемело, что можно сказать, практически ее нету. Замело пухляка. И вот такая вот. Я уже раз 10, наверное, точно по лицу получал этими ветками. Ну, примерно как-то вот так вот мы и передвигаемся. Полностью в снегу. Но ничего, главное, скоро мы будем на реке. А это здорово. Все, встречаемся на реке. Ну вот, наконец-то мы на реке. Как снежная баба. На реке вода. Это очень плохо. Полное корыто снега. Вон набилось. Полное. Просто полный. Я черпал этим корытом снег. Роман тоже весь полностью в снегу. Ты бы хоть с капюшона отряхнул. Итак, что? Первым делом, это дело мы сейчас отметим Чайковским. Можно пару стопочек за приезд Рыбацкого накатить. Перекусим и начнем. Начнем. Снегопад так и не прекращается. Все валит и валит. Короче, погода дрянь. Посмотрим. Может быть, на этот раз, когда рыбаку плохо, может быть, рыбе хорошо. Сейчас мы проверим это правило и приступаем к рыбалке. Да здравствует новый рыболовный сезон 2020 года. В этом году мы еще не рыбачили. Ура, ура, ура! Ну что, я пока тут раскладывал на стол, Роман у нас уже обрыбился. Вот она, первая рыбка. Вот такой вот хариус. Вот он. Клюнул, говорит, сразу. Обнадежил. Ну и пока тишина, пробурились. Вот наш стол. Решили сразу пообедать.
Это у нас макароны домашние, еще теплые. И курица вон. Так что берем, поднимаем бокалы. Не забываем налить. Так, подожди. Чок. Не забываем налить рыбному богу, чтобы он не скупился. Так. Ну и сами, конечно, выпьем за рыбалочку, чтобы клевало и немало, чтобы нам за это ничего не было. Будьте здоровы. Продолжаем дегустировать напитки от Майкопского Бондаря. Правда, по вкусу или пьяная вишня, или черешня, одно из двух. Так ты по цвету скажи. Ну, и там они похожи друг на друга. Вот. Ну что, не будем терять времени. Кушаем и рыбачим, пробуем. Если будет клевать, обязательно покажу. Приятного аппетита. Взаимно. Че, студент, скоро тебе такая жизнь будет сниться только. Скоро на учебу. Как-то 2 дня осталось, да? Ну да. С дому-то ты через 2 дня уедешь. 3. 3. Студенту осталось 3 дня. И будет он бич-пакет опять кушать. Харя-то потоньше будет. Хотя да, когда ему? Уже шире батьки уже, Харя уже. Фигня. Полная фигня, друзья. Смотрите, что у нас с рекой. Вот там был перекат. Мы еле-еле по нему проехали. Останавливаться не стал. Не знаю, как я поеду обратно. Но пипец полный. Сейчас я, конечно, проверю это пешней. Короче, ставим буксировщик. Сейчас очищаем его от сырого снега. Ставим на берег. И будем ходить пешком. На реке очень много воды. Вот. Просто выдавило воду снегом. В прошлый раз ездили, было немножко воды. А теперь вот он. А вот здесь сейчас развернулся на яме, потому что там дальше перекат опять и место узкое. Вон что творится. Просто полный пипец. Так что ставим буксировщик, будем ходить пешком. Ну а пока обурим сейчас это местечко, так называемую Емельяму. Не знаю, как ее кто называет, но это место я назвал именно так. Потому что есть такой Емеля, который доходил до этого места и останавливался здесь. Дальше, говорит, я никуда не пойду. Буду рыбачить здесь. И клевало. Я ходил везде. Поймаю там штук 10-15. А он 3, 4, 5 десяток тоже своих ловил. Было такое? Или ты с ним не был? Был тоже? Вон, Ромка свидетель. Все, так что сейчас Ромка пробурил. Пока камеру далеко не убрал. Сразу пробую Ромкину лунку. Пока. И беру пешню и буду смотреть, как мне обратно с этой лужи выйти. Там перекат просто был. А перекат был в прошлый раз открытый. Не знаю, морозами затянуло, не затянуло его. Воды очень много. Будем смотреть. Ну, по-любому будем искать выход из положения. Будем ходить пешком. Что теперь? Раньше же ходили пешком все, когда техники не было. Так. Пока тишина. Рыба или не собралась, или что-то пока не хочет. Не, то правило, что рыбаку плохо, а рыбе хорошо, тоже не работает. Оказывается, рыбе
Если рыбаку плохо, то тоже бывает рыбе плохо. Потому что вот здесь сейчас была поклевка у меня. Еле заметная. И все, перестала. Подошел Рома, у него леска потоньше, мормышка поменьше. Тоже не хочет брать. Вон обурили десяток лунок. Пробуем ловить. Что-то у нас ничего пока не получается. Так и придется домой ехать с одним хорюском. Что-то совсем не хочет он. Друзья, и все-таки он клюнул. Вот он, мой хороший. Клюнул вот на такую блесенку. Она у меня самодельная. С одной стороны вот такая вот типа медная. Трехгранка идет. А с другой стороны я покрасил в зеленый цвет и сделал красные полоски. Тут у меня нимфочка с подсадкой червя. Стояла, главное нет поклевок. Там вот клюнул разик и все. А тут подошел, шевельнул, бам. Вот он. Здорово, чё. Рома тут подошел. Но пока тишина. Так что второй хариус уже у нас. Ну что, повторение будет, нет? Не может же быть, чтобы на всей яме был один хариус. Давай, подходите, не стесняйтесь. Где один, там и второй. По крайней мере, там вот на вишню тоже была поклевка одна. И все. Ну, тут хоть клюнула да попалась. И клюнул-то так довольно бодро. Хотя и леска здесь толстая. Ну, удочка на серьезную рыбу. Это леска и килограммовика, наверное, вытащит. Леска 0,18. С блесенкой специально. Для крупного хариуса. Но когда вот такая вот непогода и бесклёвье, он, конечно, такую леску брать не будет. Все. А так хорошо все начиналось. Вы не поверите, я только выключил камеру. Вот, друзья, поклевочка еще один. Этот уже немного покрупнее. Опять же взял на ту же блесну. Сейчас вам поближе покажу. Ну-ка, успокойся. Вот она. Такая вот трехграночка медная. Я начистил ее до блеска пассагой. А тут эта сторона была свинцовая. Я просто покрасил желтовато-зеленоватый лак у меня есть. И просто маркером сделал красные полоски. Получилось типа гусеницы, что-то такое. И второго хариуса я уже поймал. Остальные пока мормышки молчат. Ничего, нормальные такие хариуски. Вот первый, вот там второй. Продолжаем. Главное, ходил с камерой. Думаю, ладно, выключусь. Только буквально выключился, и на тебе сразу же поклевка. Закон подлости. А постоянно включенной камерой тоже как-то. Так, здесь у меня и там червяк, и тут червяк. И леска, главное, толстая. До этого Рома тут рыбачил с тонкой леской, с маленьким мормышкой, с опарышем. И нифига. Я вот подошел, и была поклевка. Сейчас, конечно, навряд ли что-то будет опять. Включили камеру. Да. Все. С включенной камерой не хотят. Сейчас точно все будет. Че? Поймал? Поймал, отпустил? Спортивная рыбалка. Спортивная рыбалка. Надо было в другую лунку отпустить. Сразу ударил? Угу. Они ходят, что ли, получается? По кругу не стоят или что? Может, еще что-нибудь доклюнет?
Ну вот, дошли, дотопали до еще местечка одного. Лед здесь тоже не толстый. Сколько, сантиметров 10? Сейчас скажу. Меньше, наверное, даже. Меньше 10 сантиметров. Но в прошлый раз здесь мы сколько? Я одного, Игорь одного, Игорь двух. У Ивана сошел где-то штучки 3, наверное, или 4 поймали мы здесь. Не хочет, не хочет, не хочет. О, вода как выдавливает прямо воду с лунки. Это снегу навалило просто. Лед проседает, получается. И вода выходит. Сейчас скоро на реке будет не пройти, не проехать. Столько воды будет везде. И надо будет ждать морозов, чтобы эта вода потом вся замерзла. И будет красиво. Если эти морозы еще придут. Ну, наверное же, должны подойти. Все-таки я поймал того, кто здесь клюнул в прошлый раз. Поменял мормышку поменьше, леску потоньше. Вот. Вон какой Васек. Вот такой вот малышок. Вот такой вот. Иди, гуляй, Вася. Все-таки, оказывается, размер имеет значение. Леска тоньше, мормышка меньше, и все-таки поймали. Ну ладно, теперь можно ехать дальше. Ну что, рыбалка продолжается. Снег перестал падать, и это очень здорово. И мы нашли место, где вот поймали вот сначала одного вот такого хорюска. И потом вот два таких красавца. Вот раз, красавец, два. Вот два таких красавца. Клюют, кстати, только почему-то на стоячку. На игру вообще не реагирует. Клев очень и очень слабый. Поставил раз, началось шевеление. Успеешь подсечь, хорошо. Нет, так и нет. Где-то час, больше часа тишины было. И вот наконец-то есть первые поклевки. Здорово. Продолжаем. Хоть снег перестал валить, и то хорошо. На реке очень много воды. Ураган мой не едет, а плавает, можно так сказать. Раза два останавливались. Проверяли, там вообще вода была. Полметра, наверное, воды. Хорошо, что тепло, так бы он уже весь во льду был. Но едет. Потихонечку, но едет. Раза два только Ромка вставал с корыта, а так он даже и Романа тащит. Ну все. Одели камеру, как всегда. И тишина. Вот такие вот. Два красавца. Оп, 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 оп. Ну, давай, давай, давай еще. Была поклевка. Вот, блин. Не успел. Опа, нет. Была еще поклевка. Кто-то там есть. Кто-то там есть, и он, походу, хочет есть. Укололся, наверное.
поправим опарыша. Ну да. Оголился крючок. Такая вот мормышечка. Зелено-красная, типа лодочки. И она уже поймала вот таких два красавца. Не знаю, случайность это или закономерность, но клюет почему-то только на нее пока. Всякие разные у меня мормышки. Сейчас добавил еще одну удочку с нимфой. Вот такая вот блесенка. Уралка, не уралка, как ее, и нимфа от Сашки Мазая. Попробуем на нимфу, может нимфу возьмет. Но там только что рыба была, так что может быть еще подойдет. Чуть-чуть не успел, как раз устанавливал эту удочку и немножечко не успел подбежать. Видать, укололась. Укололся. Все разные. Там у меня крупная блесна. Здесь нимфа с белой мормышкой крупной. Тут пыздрик у Сереги, башко. А тут лодочка. Обыкновенная лодочка. И она ловит. Клюет слабо, но ловит. Вот, по крайней мере, двоих поймала. Ромка на урагане рыбачит. Ты прошелся бы, может здесь вот пробудиться. Здесь пару лунок. Шуганешь, может. Там не было поклевок, да? Вообще ни одной. Здесь или мы попали им под нос, или поклевало. Так. Сносит. Включил камеру, потому что только что вот на той лунке был сход хариуса, который даже не влез в лунку. Маленькая мормышка беленькая была. И, видать, плохо попала. Сейчас вот Ромка принес мне мормышку чуть покрупнее. Попробуем. Ну, он не то что укололся, он сошел. Мы с ним боролись. Несколько секунд он даже в лунку не влез. Клюет еле-еле. Берет слабо, и подсечь-то я его подсек, а в лунку не залез. Леска звенела, и биньк, ушел. Сейчас вот пройдусь другой мормышкой, может отойдет, может все-таки он цапнет. Ну а вот это, друзья, вот это можно и включить камеру. Вот такой вот красавец хариус, вот такой вот. Вот такой вот Йенскадан, вот такой вот. Вот такой. Короче, не клюет, вообще без клёва. Поменял леску, поставил 0,12, тоньше у меня нету, просто нашел кусок лески. И вот этот красавец, бац, я тяну, думаю, чтоб хоть не порвалось, потому что до этого у меня был уже сход, вот такой вот красавец. Но все-таки только показалась голова, я уже рукой и хап, и он мой. Вот так вот. Вот так вот, мой хороший. Вот такунчик мой. Вот такунчик, вот такунчик, вот такунчик. Вот такунчик. Золотой мой Йенскадан. Вот так вот. Ну, грамм на 700 по-любому будет. Фу, еле вытянул. Все-таки 0,12 не люблю я на тонкие лески рыбачить. Ну, что делать? Любишь, не любишь, а надо что-то делать. Клюнул? Все-таки же он клюнул.
практически на стоячку. Как раз села кедровка, я пока кедровку смотрел, слышу, кто-то дергает, я еще пару раз бам. И вот он, золотой мой. Не включаюсь, потому что снимать нечего. Просто в тупую снимать, как я бурю, кидаю удочку, трясу мормышкой. Смысл? Не клюет, не клюет. Глухозимье, ну, иногда поклевывает. Все, рекламная пауза. Ну что, попробуем поснимать. Только что был сход. И потом сразу клюнул мелкий жиган. Я его выкинул вот в эту лунку. Васек такой маленький. Сантиметров 15, наверное. А сошел такой более-менее. Не дошел до лунки, не дошел. Лунка прикольно получается, как весной. Чистая-чистая. Ветер стих. Снег прекратился. Теплынь стоит, вообще благодать. Но, видать, рыбе это не очень. Все. Одна единственная поклевка. И все. Поснимали твою дивизию. Аж заснимались, бляха-муха. Я говорю, заснимались аж, блин. Снимали. Блин, ударил сразу, я только лунку отпустил, он бац сразу, блин. Вот пойми потом их. Не клюет или их нету, блин. Придется побуриться еще. Ну вот и все, день закончился. Короткий зимний день подошел к концу. Стемнело. Выдвигаемся домой. Подводим итоги. Роман, покажи, что мы сегодня поймали. Мы сегодня поймали 10 хорюзов. Мелочь была отпущена. Тоже, наверное, около 10 васьков. И вот 10 достойных хорюзов. Он порадовал, конечно, вот этот крупнячок. Вот он. Ну и вот еще 9 тоже нормальные. Такие середнячки. Я считаю, улов для зимы нормальный. Свежатина есть свежатина. Так что день мы провели на природе. Был снегопад, был ветер. Думали, что рыбаку хорошо, значит рыбе плохо, и наоборот. Если рыбаку плохо, значит рыбе хорошо. Нет. Рыбе тоже плохо было, потому что погода меняется. Сейчас вот устаканилась погодка. Ветер стих, снег перестал падать. Но как не клевало, так и не клюет. Вот за целый день, с утра до вечера, мы поймали только 10 штук. Такая вот была у нас короткая рыбалка. Давайте прощаться. До встречи на реке. Роман едет учиться, так что буду ездить или с Иваном Григорьевичем, или с Калиной. Ну, может быть, один, не знаю. Посмотрим. Будет день, будет пища, как говорится. А пока до свидания. Всем пока.